Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это новости 24 и смотрите в нашем выпуске. Депутаты Народного собрания Республики практически единогласно переизбрали на третий срок Юнусбека Евкурова. Заданный курс будет продолжен. Столицу республики продолжают преобразовывать. В Магасе торжественно открыли дворовую территорию и детскую площадку. Главное – вовремя вспахать. На полях ГУПа Магас начались работы по подготовке к севу озимых. Начинаем свой выпуск главного события воскресного дня. Юнусбек Евкуров переизбран на пост главы субъекта уже на третий срок. В Народном собрании республики прошло внеочередное заседание по избранию главы Ингушетии. Из представленных 3 кандидатов в ходе тайного голосования Юнусбек Евкуров набрал наиболее количество голосов. За него проголосовали 26 депутатов из 30. Напомню, что в единый день голосования в 80 регионах страны прошли выборы в разных уровнях. В 26 субъектах России выбирали глав регионов. 4 из них, включая Ингушетию, руководителя субъекта избирали через парламент по представлению президента России. Репортаж Хавы Султыговой. Это событие называют главным в политической жизни республики. 30 депутатов, а именно столько их сегодня на внеочередном заседании Народного собрания должны решить, кто будет возглавлять республику в ближайшие 5 лет. В зале представители министерств, ведомств, религиозной сферы, молодежи и, конечно, старейшины. Свидетелями этого важного для ингушей выбора стали и почетные гости. Представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Матовников Александр Анатольевич. Глава Кабардино-Балкарской республики Коков Юрий Александрович. Глава Республики Ингушетия Юнусбек Маматкеевич Евкуров. Члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Дедигов Мухрабек Ильясович, Хамчиев Балам Багаудинович. Депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Харсиев Алихан Анатольевич, Газгиреев Юша Ашнакевич. Также в заседании принимает участие руководители судебных органов, территориальных федеральных органов власти и органов исполнительной власти республики. Кандидатов на пост главы Ингушетии 3. И сегодняшний день знаковый для каждого из них. Кому доверит руководство Северокавказской республикой, которой еще многое предстоит. Имена претендентов озвучили в официальном представлении президента страны. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года номер 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации представляю 3 кандидатов для избрания на должность главы Республики Ингушетия. Богатырева Ильяса Сулеймановича, заместителя председателя Комитета Народного собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике, Евкурова Юнусбека Баматгиреевича, главу Республики Ингушетия, и Евлоева Урусхана Хасановича, депутата городского совета муниципального образования, городской округ, город Назрань. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Далее, согласно процедуре, кандидатам на пост главы республики предоставили возможность выступить с речью. Очередность выстроили согласно постановлению президента, а именно в алфавитном порядке. Так, первым к депутатам обратился Ильяс Богатырев. Каждый житель республики должен чувствовать, что он находится под надежной защитой правоохранительных органов. Одной из важнейших задач считаю продолжение политики, начатой предыдущим руководителем республики по строительству школьных и дошкольных учреждений, а также параллельно уделить повышенное внимание малогодетным семьям, которым, к сожалению, этого внимания пока недостаточно. Учитывая большое невосполнимое утратой человеческие потери ингушского народа, связанные с незаконной депортацией ингушского народа, трагическими событиями, произошедшими 26 лет назад, считаю, что должны принять отдельную программу по улучшению демографической ситуации нашей республики. Полагаю целесообразным и необходимым развитие добрососедских и долгосрочных отношений между соседними регионами Северного Кавказа и субъектами Российской Федерации. Завершая свое выступление, хочу отметить, что у нас нет другой альтернативы, кроме как развития и укрепления экономики республики и улучшения благосостояния наших граждан.
Речь Юнусбека Евкурова была более объемной. Цифры и факты. Действующий глава Ингушетии рассказал о достижениях региона за последние годы. Много Юнусбек Евкуров говорил о будущем, о том, что еще предстоит сделать. Прочный фундамент уже заложен. Он подвел черту событиям последних 10 лет, за которые республика прошла большой и непростой путь вместе с ним. Уважаемые депутаты, давайте оценку моей работе, прерогативы вашего и всего нашего ингушского народа, который вас выбирал. Со своей стороны, я хорошо осознаю, что ответственность за результат в данном случае более чем высокая. Выстраивая свою работу, я исходил из установок президента России Владимира Владимировича Путина, который на встрече с главами субъектов, избранных в 2013 году, сказал такие слова: «На ваших плечах огромная ответственность за судьбу ваших регионов». В некоторых регионах свои очень острые проблемы далеко не решенными являются до сих пор. Нужно сформировать дееспособные команды, настроить людей на совместную эффективную работу и деятельность. Разумеется, что не все задачи, которые мной формулировались на второй срок, выполнены. Я могу с уверенностью сказать, что мы заложили достаточно прочный фундамент для последующего роста региональной экономики. Значительное преобразование, которое происходит в последние годы во всех сферах жизни республики, свидетельствует о правильности избранного нами курса и его перспективности. На предстоящий период мы намечаем еще более серьезные планы, важнейшие цель которых в соответствии с Московским указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина качественное повышение уровня жизни населения, создание одинаковых для всех бытовых условий социальных гарантий для жителей республики в том числе. Ну, конечно, вывести регион в одинаковые стартовую позицию с другими регионами Российской Федерации. Следующий кандидат на пост главы Ингушетии уже избирался в 2013 году. Урусхан Евлоев в своей речи говорил о тех сложностях, которые преодолела республика. Аспекты развития региона он обозначил в контексте обстановки в целом стране. В этот сложный период, когда страна испытывает определенные трудности, связанные с санкционным и иным давлением западных стран, соответственно, и наша республика, как часть России, сталкивается с этими проблемами. Им не нравится, что Россия заявила о себе как о великой державе. В этот момент наша с вами ответственность за действия и принимаемые решения принимает во многом судьбоносный характер. Выбор, который вам сегодня предстоит сделать, имеет особую значимость, потому что определит судьбу и развитие нашей республики не на 5 лет, а на долгие годы вперед. Спикер ингушского парламента Зелимхан Евлоев представил возможность выступить представителям партийных фракций. Депутаты с трибуны агитировали коллег голосовать за своих кандидатов. Едины они были все в одном. Каждый отметил, что сегодня предстоит важный выбор. Все представленные президентом Российской Федерации кандидаты достойные, уважаемые, известные республики люди и депутаты Народного собрания, члены фракции «Единая Россия» хорошо знают ситуацию республики, о том, что сделано, о том, что предстоит сделать, и сделают правильный выбор. И тем не менее, я сегодня позволю от имени, наверное, абсолютного большинства высказать свое мнение в поддержку одного кандидата. Конечно, это Евкуров Юнусбек Бумангиреевич. Уважаемые коллеги, мы с вами всегда в такой исторический момент, когда избирается глава республики, оглядываемся назад, анализируем результат. И за 10 лет мы однозначно можем сказать, что за 10 лет из депрессивного региона мы переросли в один из самых стабильных, динамично развивающихся регионов. Хочу пожелать главе нашей республики, которая сегодня изберется, независимо от какой партии и кто он будет, успехов на этом труднейшем поприще во благо нашего народа, нашей республики, а значит и всей нашей России. Всем нам, и партиям, и всем гражданам, консолидации и согласия. Только в согласии и единстве мы сможем сделать жизнь лучше, будущее надежным. Добьемся справедливости для своих детей, внуков, потомков. Решим непростые сегодняшние проблемы. Уважаемые коллеги, все познается в сравнении. Мы не забыли о том, как здесь гремели взрывы и как часто гибли сотрудники правоохранительных органов. Мы помним и как общество раздиралось на части кровной враждой. Огромную положительную роль в решении этих вопросов сыграл лично глава Республики Ингушетия. Сегодня фракция ЛДПР в Народном собрании Республики Ингушетия голосует за кандидатуру Евкурова Юнусбека Бумангиреевича для избрания на должность главы Республики Ингушетия. И, пользуясь возможностью выступить с трибуны, хотел бы призвать своих коллег
сделает правильный выбор и проголосовать за Юнусбека Бамангелиевича. Спасибо за внимание. Сделано очень много, но еще не все, что было запланировано. Поэтому я считаю, что руководителю, у которого получилось преобразовать жизнь в республике в сторону качественного улучшения, надо дать возможность и дальше поработать в том же направлении, оказывая всевозможную помощь депутатского корпуса и всего народа Ингушетии. И поэтому, учитывая все «за» и «против», я лично, да и все региональное отделение Ингушской коммунистической партии поддерживает кандидатуру Юнусбека Бамангелиевича Евкурова на должность главы Республики Ингушетия. В пятницу, встречаясь с молодежью, мы обсудили один из вопросов, на котором мы сегодня присутствуем, это выборы главы Республики Ингушетия. Ради справедливости должен отметить, что были лица и руководители молодежных организаций, которые с очень большим уважением относятся к нашим кандидатам, и к Ильясу Сулеймановичу, к Урсхану Хасановичу, выказывали поддержку. Но в своем большинстве молодежь меня попросила, это такой наказ избирателей, передать их наказ вам, дорогие депутаты, в том, чтобы вы поддержали кандидатуру действующего главы Республики Ингушетия, кандидата от партии «Единая Россия» Евкурова Юнусбека Бамангелиевича. Важную и ответственную миссию сегодня доверили народному избраннику Магомеду Тибоеву. Он председатель счетной комиссии. Утвердив форму бюллетеней для голосования, депутаты перешли к главному – процедуре тайного голосования. Спустя полчаса стало известно, кто будет возглавлять Ингушетию следующую пятилетку. Число изготовленных бюллетеней – 32, число выданных – 30, число погашенных – 2, число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования – 30, число действительных бюллетеней – 30, число недействительных – нет. Число голосов, поданных за кандидата. За Богатырева Ильяса Сулеймановича – 2, за Евкурова Юнусбека Бамангелиевича – 26, за Евлоева Урсхана Хасановича – 2. Таким образом, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года за номером 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и закона Республики Ингушетия от 8 мая 2013 года за номером 6 РЗ о порядке избрания главы Республики Ингушетия Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Евкуров Юнусбек Бамангелиевич. 26 «за». Юнусбек Евкуров получил свою поддержку большинство голосов. Депутаты сделали свой выбор в пользу стабильности и процветания. Уважаемый Александр Анатольевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые депутаты, жители Республики Ингушетия, дорогие приглашенные, я искренне выражаю всем вам признательность за то, что поддержали мою кандидатуру и удостоили меня чести вновь быть главой Республики Ингушетия. Я в полной мере осознаю важность и значимость этого момента, понимаю, какая большая ответственность ложится на меня, и хочу вас заверить, что буду трудиться во благо каждого жителя республики нашей, во благо всей нашей страны, невзирая ни на какие трудности и проблемы. Юнусбек Бамангелиевич, значит, мы, готовясь к сегодняшнему заседанию, мы спросили у всех кандидатов в случае вашего избрания, вы когда хотите провести процедуру вступления в должность. И вы, и Богатырев Ильяс Сулейманович, и Евлоев Урсан Хасанович сказали, что после заседания по избранию. Вы готовы сегодня вступить в должность? Предложение спикера Юнусбек Евкуров поддержал. Конституция Ингушетии позволяет избранному главе провести процедуру вступления в должность в течение 14 дней после избрания. Уважаемый Юнусбек Бамангелиевич, прошу вас принести присягу народу Ингушетии. Я, Евкуров Юнусбек Бамангелиевич, вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Аз, Евкурняк Анбам Юнусбек,
Алга республики мягда держит будешь. Ехать Алга республики конституции лори лори. Алга чин халка сейна тадила ехать анна квачерди. Саги граждане баконыш парагатоныш ларгыжы лележы хылы. Алга республика Крымзли территориальный барчали лори. Полпред Александр Матовников поблагодарил весь народ Ингушетии за колоссальный труд, поблагодарил парламент республики за качественную и содержательную работу, поздравил Юнусбека Евкурова. Уверен, что предстоящий период вашей работы будет не менее результативным. В этом убеждают ваша воля и настойчивость, энергия и целеустремленность, а также накопленный вами богатый профессиональный опыт. Со своей стороны могу заверить, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку как представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, на поддержку федеральных органов власти в округе. Прошу депутатов высшего законодательного органа республики, независимо от политических взглядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками главе региона в его ответственной миссии. Желаю вам, уважаемый Юнусбек Баматгиреевич, успехов во всех начинаниях на благо республики и нашей великой родины России. Поздравляю. Сегодняшний день был волнителен для всех. Парламент сделал выбор – двигаться вперед с тем багажом знаний и опыта, которые существуют. За судьбу республики в предстоящие 5 лет мы можем быть спокойны. Хава Султыгова, Новости 24. После церемонии инаугурации главы субъектов СКФО и гости поздравили Юнусбека Евкурова с переизбранием на пост руководителя региона. Уважаемый Александр Анатольевич, уважаемый Юнусбек Баматгиреевич, дорогие друзья, сегодня мы собрались по весьма важному и приятному поводу вступления в должность главы Республики Ингушетия. Позвольте сердечно поздравить Юнусбека Баматгиреевича Евкурова с оказанным доверием, пожелать ему успеха в работе на этом высоком и ответственном посту. Под руководством Юнусбека Баматгиреевича Ингушетия в последние годы добивается значимых, ощутимых успехов во всех областях жизнедеятельности. Он последовательно и настойчиво проводит курс на повышение уровня жизни людей. С каждым годом хорошеет облик городов и сел, строятся современные красивые здания, площади и скверы. Обновляется инфраструктура жизнедеятельности, позволяющая людям чувствовать себя достаточно комфортно. Интенсивно развиваются здравоохранение, образование, культура. А столица республики, город Магас, в последние годы все чаще становится центром проведения масштабных международных, всероссийских и региональных общественно-политических форумов, культурных и спортивных мероприятий, благоприятным и привлекательным местом для туризма и отдыха. Эти и другие позитивные перемены в жизни республики в определяющей мере связаны с укреплением общественно-политической стабильности, с упорным трудом народа Ингушетии, с продуктивным взаимодействием с федеральным центром. Безусловно, в этом и несомненно большая заслуга всех предыдущих и нынешних руководителей республики. Сегодня народ Ингушетии строит новую жизнь, уверенно смотрит в будущее. Эта уверенность основывается на традиционном трудолюбии и целеустремленности живущих здесь людей, на конструктивности, проводимой Юнусбеком Баматгиреевичем политики. У нас с ним сложились добрые, деловые и братские отношения. Мы едины в основополагающих жизненных позициях и принципах, в главных вопросах строительства современной российской государственности. Исходим из того, что наше Отечество создавалось практически всеми населяющими его народами. Больше того, мы убеждены в том, что многоцветие и единство его народов было и остается неизменной ценностью нашего великого государства.
Дорогие друзья, отношения между Кабардино-Балкарией и Ингушетией всегда служили примером дружбы и добрососедства. Их отличала лишь одна характерная особенность – это здоровое соперничество в делах и достижениях. Поэтому добрые взаимоотношения и сотрудничество, всемирное созидание были и остаются для нас ценностным ориентиром, призванным привести наши народы к динамичному развитию и социальному прогрессу. Уверен, наша дружба всегда будет расти и крепнуть. В заключение хочу еще раз поздравить Юнусбека с вступлением в должность, пожелать ему крепкого здоровья, многих лет плодотворной деятельности на благо Ингушетии и нашего Отечества, а народу Братской Республики мира, счастья и благополучия. Сегодня вашим избранием Юнусбек Баматгиреевич вступает в очередной срок в качестве руководителя республики, и это высокая оценка его деятельности за предыдущие годы. Мы все в этом также убеждаемся каждый раз, когда проезжаем по территории Республики Ингушетия, как развивается республика за эти 10 лет, как изменилась республика, как строятся новые социальные объекты и развивается экономика республики. Я надеюсь, что знаю, что Юнусбек Баматгиреевича много еще новых планов, новых проектов, реализуя которых республика еще дальше и больше будет развиваться. Чего всем желаю. Еще раз поздравляю вас, Юнусбек Баматгиреевич. Президентом принято решение. Уважаемые депутаты поддержали это решение. Юнусбек Баматгиреевич сегодня заходит на очередной совершенно трудный срок и совершенно сложную работу. Я хочу пожелать совершенно однозначно народу Республики Ингушетия процветания и мира и процветания. Юнусбек Владимирович, вам здоровья в первую очередь хочу пожелать, чтобы хватало на всю эту бесконечную работу и бесконечное сражение фактически. Хочу пожелать, чтобы отдача, ту, которую вы ждете, была у вас всегда. И не могу не остановиться на Магасе. Я приезжаю сюда на протяжении последних 5 лет. 5 лет он меняется все время лучше и лучше. Очень хочу, чтобы столица расцветала, чтобы люди, которые идут навстречу, радовались жизни. И чтобы всегда это небо было солнечным и мирным. Для меня большая честь присутствовать сегодня на церемонии вступления в должность главы Республики Ингушетия, моего старшего коллеги и друга, героя Российской Федерации Юнусбека Баматгиреевича Евкурова. Ваше избрание на должность высшего должностного лица субъекта на 3-й срок – это свидетельство высочайшего доверия со стороны президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, депутатов регионального парламента и, конечно же, жителей Ингушетии. Вместе с тем, это еще и оценка вашего огромного управленческого опыта, эффективности принятых решений на ответственном посту руководителя субъекта Российской Федерации. Ваша ответственность, любовь к своей родине, внимание к людям и знание всей глубины проблем, которые вы ежедневно решаете – вот главные черты, за которые вас уважают и ценят не только жители Ингушетии, но и жители всей нашей страны. За вашу мудрость, величайший патриотизм, неизменные мужские качества и силу духа настоящего боевого офицера ценим и мы вас, ваши коллеги. Под вашим руководством за минувшие 10 лет Ингушетия достигла серьезных успехов во многих сферах деятельности. Она уверенно идет вперед, неизменно повышается благополучие людей. Здесь успешно реализуются стратегические инициативы и поручения президента Российской Федерации, к которым вы относитесь крайне внимательно. Сегодня вы снова произнесли слова присяги на Конституции Ингушетии, и нет для вас большей чести, чем служить своему народу, родной республике и нашему великому Отечеству. Я от всей души вас искренне поздравляю с вступлением в должность главы Ингушетии. Хочу пожелать дальнейших успехов в экономическом развитии региона, укрепления его социальной инфраструктуры, повышения благосостояния мудрых, трудолюбивых и талантливых жителей Ингушетии, которых вы искренне любите и вас искренне любят. Юнусбек Баматгиреевич, я вас от всей души поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия Братской Республики Ингушетия. От имени многонационального народа Республики Адыгея, от себя лично поздравляю вас, Юнусбек Баматгиреевич, с переизбранием на должность главы Республики Ингушетия.
Уважаемый Юнусбек Бамангириевич, итоги голосования депутатов убедительно свидетельствуют о признании вашего личного вклада в развитие региона за предыдущие годы руководства республики. Все мы видим, что сегодня Ингушетия – динамично развивающийся регион. Здесь успешно решаются вопросы социально-экономического развития, уделяется большое внимание сохранению уникального духовно-исторического наследия. Убежден, что, опираясь на свой богатый профессиональный опыт, знания вопросов республики, вы продолжите прилагать все усилия для создания достойных условий жизни в регионе, а также будете активно способствовать решению вопросов сохранения и укрепления общественного согласия и стабильности на всем Северном Кавказе и в России. Пусть и впредь под вашим грамотным руководством Ингушетия активно развивает свой богатый потенциал. Очень рассчитываю на то, что при вашей активной поддержке Адыгея и Ингушетия продолжат укреплять всесторонние связи на основе традиций взаимного уважения и доверительного сотрудничества в интересах наших народов. Я не раз, Юнусбек Бамангириевич, был у нас в республике, к нему относятся с большим уважением, и его очень уважают люди Республики Адыгея, потому что вот он такой добрый, простой, будучи еще премьер-министром, он, когда стал главой республики, вот мы встречались на разных мероприятиях, и он всеми действиями своими пытался помочь, подсказать, и за что я благодарен. И сегодня вместе с вами радуюсь этому событию. Особо хочу подчеркнуть, что предыдущее десятилетие, 10 лет, серьезно он завоевал уважение, авторитет на федеральном уровне. Сегодняшний выбор народа Республики Ингушетия, я думаю, будет серьезно теперь этот авторитет работать на качество жизни населения. Этот авторитет, он частичка до каждой семьи дойдет. Мы надеемся, уверены, потому что видим, как он активно двигается на федеральном уровне. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Юнусбек Бамангириевич, с переизбранием и официальным вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Желаю вам благополучия, реализации всех намеченных планов, дальнейших успехов в ответственной работе. Добра и благополучия всему братскому народу Ингушетии. Уважаемые коллеги и друзья, позвольте мне зачитать поздравительный адрес главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Уважаемый Юнусбек Бамангириевич, поздравляю вас с вступлением в должность главы Республики Ингушетия. Ваш опыт работы на ответственном посту, деловые и личные качества во многом предопределили решение президента России, депутатов законодательной власти республики, оказавшим вам высокое доверие. Оно стало истинной оценкой вашей работы на благо Ингушетии и свидетельствует о признании вашего опыта, умении находить компромиссы и добиваться поставленных целей. Убежден, что профессионализм, компетентность, организаторский талант и энергия будут впредь способствовать эффективному решению социально-экономических задач региона и повышению благосостояния его жителей. Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в реализации намеченных планов, счастья вам и вашим близким. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. С вашего позволения хотел бы несколько слов сказать на нашем родном войнавском языке. Лермия Бамангириевич Юнусбек, Лермия Навасти Тана Ас Кица Нохчи Ком Пач Царц Нохчи قوم سرس ديانا يونس بيك ديق الوعو غالغاي مهك كيوغل لي حقوات ترس تانا حويقا حقو دينك دوق دان حلقا جيوب اللي خروش ديان درج دوهن ألشا حبوسو بناغن وغالغاي قوم تخواتين وعو تكون مسانا لؤق نوخشي باتشان نوخشي قوم خلقا لؤق إرسية داخل على قام دال أتوب والش مسوم ده دال ينسبك أتوب والها حيقوم أنا حق دقائق شوش كيف
1999 года я находился в этой республике, служил. Это были очень тяжелые времена. И мы все знаем, какие это были тяжелые времена. И Юнусбек Баматгиреевич, как истинный герой России, как истинный генерал, офицер, проявил величие своего мужества и сам перенес нападение. И когда я к нему обращался всегда с просьбой о том, что необходимо построить храм, необходимо поддержать людей пострадавших, он всегда откликался с большим желанием. И хочу сказать, что в те времена, как раз таки тяжелые, был построен здесь у нас храм Покровский. И сейчас он является уже мужским монастырем, где собираются монахи и приезжают к нам сюда республики из всей России. Это свидетельствует о том, что в республике дана возможность людям исповедовать каждым свою религию. Это очень важно. Межконфессиональный мир очень важен для наших кавказских республик. Юнусбек Баматгиреевич как раз-таки является тем человеком, который сочетает в себе множество различных качеств и мудрость. Он всегда посещает праздники, всегда присутствует на наших торжествах, всегда отзывается, когда необходима его помощь. Поэтому я искренне поздравляю вас, Юнусбек Баматгиреевич, с утверждением на очередной срок. И желаю, чтобы милость Божия всегда пребывала с вами, и та мудрость, которая есть в вас, чтобы она приумножалась на благо республики. Для меня огромная честь присутствовать сегодня на этом собрании. Я никогда не мог представить себе, что человек, который овеян легендами и событиями, которые были ключевыми для российского государства, когда-то мне удастся и будет у меня возможность с ним общаться и в том числе решать те задачи, которые первостепенными считает руководитель Ингушетии. Это физическая культура и спорт не обходят без внимания главы. И многие годы мы видим, динамично развивается, не случайно сегодня практически во всех возрастных сборных командах России присутствие ребят из Ингушетии. Значит, это и тренерский состав, это и спортсмены, которые защищают честь, флаг нашей страны. Сегодня у нас напряженное время, мы уже фактически взяли старт к отбору и подготовке к Олимпийским играм. Не случайно сегодня два спортсмена из взрослой команды, значит, попали в состав национальной сборной и будут участвовать. Дай Господь, все будет нормально. Они будут участвовать на чемпионате мира, который пройдет в октябре месяце в Венгрии. Ну и хотел бы еще раз доложить Юнусбеку Баматгиреевичу о тех поручениях, которые я для него выполняю периодически. Значит, он поставил задачу 2020 год проведения первенства мира Европы среди молодежи до 20 лет. Я убежден, что этот чемпионат пройдет здесь. Я получил уже понятийную договоренность от руководителя нашей международной федерации. Кстати, он звонил сегодня, передавал слова поддержки. Я хотел бы сказать одну простую вещь. Конечно, очевидно то колоссальный темп развития, который имеет сегодня республика. Но я хотел бы просить прощения. Для меня, в общем-то, мне кажется, что это даже не самое главное. Самое главное другое. В прошлом году юношеский чемпионат страны был, кстати, отборочный к Олимпийским юношеским играм, который в этом году пройдет в далеком Рио. Значит, 550 детей, которые собрались сюда для того, чтобы отобраться на юношеские Олимпийские игры. Это дети до 15 лет. И представьте себе, что с далекого Сахалина, Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга ни у кого, ни у родителей, ни у глав этих регионов никого не возникло даже мысли о том, что здесь могут быть проблемы, связанные с безопасностью и другими еще вопросами. 550 детей сюда приехали на среднестатистическое мероприятие. Ну, Ингушетия, не Ингушетия, к примеру, Москва, не Москва, там, Тула или Рязань. Это сегодня стало само собой разумеющимся. Я считаю, что это самое главное достижение главы Ингушетии, людей, народа, которые здесь живут.
И вот эта созидательная, поступательная динамика, она, конечно, должна сохраняться. Ну, я убежден, что люди, которые всецело любят свою республику, гордятся своей фамилией, своей республикой, сделают все, в том числе и на спортивном поприще, для того, чтобы прославить Ингушетию, прославить фамилию свою, род свой, ну и, конечно, нашу великую Россию. Спасибо огромное. Этим же вечером прошло заседание депутатов Народного собрания о даче согласия на назначение председателя правительства Ингушетии. Напомню, ранее глава Ингушетии подписал указ об отставке правительства региона и предложил народным избранникам кандидатуру Зелимхана Евлоева на пост председателя правительства республики. Депутаты путем тайного голосования большинством поддержали кандидатуру Зелимхана Евлоева. Соответствующий указ главы Ингушетии Юнусбеком Евкуровым был подписан на месте. Евлоев, в свою очередь, поблагодарил главу субъекта и народных избранников за оказанное доверие. Также глава Ингушетии подписал указ о назначении Мусы Чилиева на пост члена Совета Федерации Федерального собрания от исполнительного органа госвласти региона. Я испытываю страх точно нет, но ответственность перед вами я испытываю перед главой субъекта. И я приложу все усилия для того, чтобы оправдать и ваше доверие, вас не подвести. И, конечно же, главу Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Бамангелиевича. Если я все это буду чувствовать и выполнять свои должностные обязанности, значит, я служу ингушскому народу, значит, я служу вам всем. Дело не только в том, что я предложил и поддержали, а в том, что мы сейчас все должны помогать именно ему сейчас. Председатель правительства. Все должны помочь, чтобы сформировать новое правительство, хорошее, дееспособное, рабочее, которое будет работать, потому что конец года. У нас нет времени рассказывать вообще. К другим темам. Магаз продолжает радовать жителей и гостей преобразованиями. Сегодня в столице Ингушетии состоялось торжественное открытие благоустроенной дворовой общественной территории и детской площадки. Это стало возможным благодаря реализации федерального партийного проекта «Городская среда». Зоны для благоустройства выбраны с учетом мнения большинства жителей города, принявших участие в голосовании 18 марта. Слово Зелимхану Калоеву. Еще одну общественную территорию Магаса благоустроили в рамках федерального партийного проекта «Городская среда». Здесь, на улице Кулиева, теперь появились такие креативные скамейки. Установили всем полюбившиеся книгообменники, в котором уже можно найти первые экземпляры книг. Для удобства горожан установили еще такие столики. Здесь можно сыграть в шахматы и другие настольные игры. А такие цветочницы скоро украсят растения. Таких столиков здесь 3. И 2 скамейки необычная форма, сделанные из бука. Им не страшен ни дождь, ни солнце. Защищены прочным декоративным покрытием. Но самое главное, прослужат долго. Необычным подарком, особенно для детей, можно назвать питьевой фонтанчик, который ребята уже протестировали и не раз. Наконец появилось место, когда уже устал и не можешь кататься. Ну, город пересох. Тут есть такой кран теперь, который можно так нажимать и пить, и сидеть. Ты рад? Да, очень. Одна из жемчужин Северного Кавказа, столица древней Алании, а ныне Ингушетия Магаз, продолжает радовать преобразованиями жителей и гостей. Молотхан Цичуева живет здесь около 7 лет. И за это время, говорит, узнать город практически невозможно. Можно выйти и посидеть. Благоустроенные, все благоустроено. Ночью свет горит, днем скамейки вот такие же. Вы рады? Нет границ. Мне нравится город Магаз. Я очень люблю город Магаз. Возрождающий город. Отрадно видеть все эти стройки. Желательно, чтобы наш Магаз был самый красивый, самый чистый город. Город, который возрождается
солнце на заре. Благоустройству в Магайсе уделяется особое внимание. Реализацию федерального партийного проекта «Городская среда» на этой улице начали еще весной этого года. Озеленение зоны отдыха тоже не заставит себя ждать. Открытие площадки – это заслуга как местных властей, так и реализации партийного проекта «Городская среда», в рамках которого в этом году планируется благоустроить 15 дворовых и 8 общественных территорий. Эту улицу тоже выбрали не случайно. Сегодня вот эта общественная территория, тротуар, это место, где всегда парковались машины. И жильцы этих домов близлежащих, они постоянно к нам обращались с просьбой немножко посодействовать этому, оградить их от этого. И вообще здесь было не очень хорошо, так скажем. Вот сегодня вы видите, какую красоту здесь навели. И это еще только начало, потом еще и озеленение, и будет очень красиво все. В дальнейшем нас тоже ждет вот немножко облагораживание вот этих фасадов. Уже предпринимателям всем предписано о том, как все должно выглядеть. Преобразованиями жителей радует и улица Азиева. Здесь также открылась благоустроенная дворовая территория. Проблема с парковочной зоной, как и на улице Кулиева, существовала и тут. Это один из первых дворов столицы. Разрушенный асфальт, отсутствие детских игровых площадок и забитый машинами двор. Теперь картину можно разделить на до и после. Первый двор города Магас с 2000 года. Мы первые жители этого города. Вот. В этом дворе навели такой небольшой марафет, если его можно назвать небольшим. Это поменяли плитку, заменили детские качели, установили такой книгообменник, покрасили где-то, закрыли двор, убрали, парковку, сделали ее на задней стороне и сделали освещение в вечернее время. Благоустройство города в первую очередь это создание удобных для жизни условий горожан, чем сейчас и занимаются местные власти. Совсем скоро здесь также появится и телефонная будка. Словом, город солнца намерен радовать своих жителей и дальше. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Народные гуляния проходят сегодня в Магасе. На площади Алани играет музыка и выступают звезды ингушской эстрады. Программу праздника разбавили различные мероприятия. Стрельба из лука, метание ножей, ходьба на ходулях и большой шахматный турнир для взрослых и детей. Чуть раньше с главной городской площадки в небо выпустили 100 белых голубей, а ближе к вечеру состоялся фестиваль красок. Подобное развлекательное шоу привело в восторг маленьких зрителей. Атмосферу праздника дополнила лезгинка в исполнении танцевальных коллективов Ингушетии. Атмосфера праздника чувствуется везде, во всех уголках, наверное, нашей республики, не только в Магасе. Очень понравилось. Во всяком случае, дети радуются этому мероприятию. Конечно, почаще такого настроения, чтобы все были. Всем весело, хорошо, все хорошо отдыхают. Спасибо всем большое, мы очень рады. Мы вышли сегодня с мальчиком, у нас день рождения сегодня, нам 9 лет. Всех поздравляем! Мастер-класс от огнеборцев «Как вести себя при пожаре и избежать несчастных случаев». Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошел в лицее номер 1 в Магасе. Представители МЧС объясняли учащимся, как вести себя при пожаре. Возможности ознакомиться с оборудованием огнеборцев и задать интересующие вопросы ребята были только рады. Подробности у Жаридат Халухоевой. Пожарные не только тушат пожары и спасают людей из огня, но и объясняют основы противопожарной безопасности школьникам. Дети не всегда могут защитить себя от опасных явлений, которые их подстерегают. Обработка навыков поведения при пожарах – главная цель открытого урока. Ежегодно к началу нового учебного года мы проводим мероприятия касательно обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Сегодняшнее наше мероприятие проводится в соответствии с согласованным планом проведения данного урока в ОБЖ, Всероссийского открытого урока в ОБЖ, план, который был согласован с Министерством образования. В рамках проведения данного мероприятия мы организовали занятия по ознакомлению пожарной техники, также средств пожаротушения в школе-лицее города Магас. И в рамках этих мероприятий мы детям показываем различные способы, как они могут себя обезопасить и обезопасить окружающих людей. Школьники с большим энтузиазмом знакомятся с работой огнеборцев и их оборудованием, узнать, как пользоваться огнетушителем и вести себя во время пожара. Также ребята не упускают возможности посидеть в пожарной машине, понаблюдать за работой МЧСников и самим побыть на месте пожарных. Данный пожарный автомобиль полноприводный.
вместимость бака 3000 литров воды и 200 литров пенообразователя. Магомед Костоев учится в 10 классе. Его очень впечатлило практическое занятие. Профессия пожарников школьник восхищается. Если идти к своей цели, любой может стать пожарным. Ведь пожарное – это святое дело. Всероссийские открытые уроки ОБЖ проводятся в школах региона ежегодно. Благодаря такому мероприятию учащиеся не только узнают о мерах пожарной безопасности, а учатся быть ответственными и внимательными. Жадат Хулухоева, Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Посевная пора в самом разгаре. И здесь самое главное, по мнению аграриев, перед тем, как приступить к севу, следует по всем правилам подготовить почву. К этому важному этапу земледельцы относятся особенно ответственно. Вот и на полях ГУП «Амагас» началась подготовка земель. Выведена вся необходимая техника. Рабочим предстоит спахать около 500 гектаров земли. Какие культуры планируется засеять и как проходят работы, расскажет Дана Плиева. С самого утра на полях задействовано сразу несколько тракторов, чтобы подготовить почву под посев озимых культур. Спахать 50 гектаров. Работы у механизатора немало. Впрочем, Исрапила Аушева трудности не пугают. Он работает в ГУПе около 30 лет и за все время ни разу не задумался сменить профессию. Подготовку к посеву озимов в ГУПе начали несколько дней назад и уже успели спахать большую часть полей Выкажева, Яндари и Сурхахи. Всего работникам предприятия предстоит подготовить 500 гектаров земли. Под озимые культуры у нас 400 гектаров уже спахано. Освободившиеся земли, которые мы сейчас завершим 2-3 дня. Где-то около 500 гектаров у нас будет спаханная земля. А нам предстоит еще убрать кукурузу 500 гектаров и 55 гектаров подсолнечника. Оставшиеся 100 гектаров аграрии подготовят к весеннему посеву яровых культур. 50 гектаров Али-Юртии засеют ячменем, а остальные 200 в других сельских поселениях – пшеницей и овсом. Склад в Сурхахи уже почти заполнен зерном. Все у нас, и семена, и техника, предназначенная для посева, у нас все готово, семена готовы, настроение у рабочих хорошее, и в сроки мы завершим посев озимых культур. К посеву озимых в ГУПе приступит к концу сентября, и, как надеются аграрии, ко времени следующей уборки земля отблагодарит за тяжелый труд щедрым урожаем. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Это были Новости 24. Оставайтесь с нами.